Ну, в Держинке ее так называли инструктора, и все там стоящие инструктора, которые над нами были, Держинка ее называли. Там проходили наше обучение штурмовиков, саперов Министерства обороны, и там уже ЧВК Рейбу, там уже и медиков тренировали. Я попал в медики, и получается, мы когда приехали туда, буквально через дней 5 первый был побегушник. Его поймали, собрали всех на куриной лапке. Это так называется лесополкой, где самый главный полигон стрелковый. После чего собрали всех, начали взрывать его. Пласти там облепили скотчем, запалом, отрыв конечности. Выставили сначала 3 медиков, кто будет оказывать первую медицинскую помощь. После чего начали его потихоньку разбирать. После чего оторвал ему первую руку, ногу оторвало, медики оказали ему, также остановили кровотечение, восстановили полностью то, что он утратил кровь, рингером прокапали капельницы, не капельницы. После перебинтовали, жгут и сняли, чтобы кровь не шла. Практику, вот так они говорят, проходили, чтобы они знали, как на живом человеке все это действует. После всего был выстрелен ему в грудь с 5 метров с АК-74, с патрона 5,45, и чтобы оказали им предсмертному первую медицинскую помощь пневмоторакса. Оказали пневмоторакс, после всего отдали вагнеровцам, и там дальше солдаты при нас разбирали его, рубили топорами ножевую также, без каких-либо обезболов. Все, после всего положили в ящик, сложили на 7 килограмм на ТМ-ку и взорвали. И так как они говорят, человек, пропавший без вести. И таких, помимо всего, было еще 3. Сначала также тренируются медики, после всего расчленяют на ТМ-ку. Человек без вести пропавший. Все. У меня тряслись руки, и когда я подбегал, сам лично оказывал медицинскую помощь, потому что у меня руки у самого все в крови. Мне надо вытирать эту кровь. Я вижу, как из раны выходит кровь. Я ее не могу сразу остановить. Вот это просто какая-то еще помимо всего этой крови жидкости течет. Я не могу, мне это и трудно было собраться. И честно, прям помутнение такое прям поднимается в животике, как бы, ну это очень жутко. Я как бы раньше с таким не сталкивался, а тут резко начали обучать этому, и как бы очень тяжело. И когда первый раз просто при мне отрубили ногу, как бы, я просто упал в обморок, увидел просто голую кость. И все, упал в обморок. Мне нашатырем привели и заставили смотреть дальше, что будет. То бишь расчлененка, правильно понять, да? Вагнеровцы, 2, сейчас вам скажу позывные, штурмами ими занимаются, это Тихий и Стюга. Вот они занимаются расчлененкой и без вести пропавшей ТМ-ками. Полностью им отдаю, чтобы они просто избавились от человека. Честно сказать, некоторые лежали спокойно, даже ничего не говорили, а некоторые молились. Просто молились, ничего не говорили. А один попросил воды всего лишь попить. Я так понимаю, с ними до этого проводится какая-то беседа. Прежде чем вот их положить, с ними проводится какая-то беседа, чтобы ничего этого не было. Честно, как сказать, какая-то забава. Прям они спокойно, с улыбкой, а один прям сидит и кушает при этом. Вот это прям вообще было мерзительно. Ему там вот он, грудь раскрыли просто, а он сидит, кофе там с курицей. Ну, я не мог понять. Честно, это жутко. И он спокойно улыбается там еще.